Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Федеральные, региональные и местные бюджеты выделяют средства нуждающимся или финансируют социально значимые проекты. Субсидии – это механизм перераспределения денег внутри государства. Сегодня мы поговорим о субсидиях по линии сельского хозяйства, по каким направлениям их выделяют, каковы требования для их предоставления. Наша гостья в студии Анна Николаева, прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии, управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Саха. Анна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, непосредственно сельское хозяйство является одним из знаковых направлений развития экономики государства. Отрасль при правильном подходе обеспечивает население продуктами питания, способствует организации новых рабочих мест и развитию промышленного производства. В целях формирования конкурентоспособного агропромышленного производства, обеспечивающего внутренний рынок собственной сельскохозяйственной продукции высокого качества, на территории республики действует государственная программа развития сельского хозяйства, регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Если мы говорим о суммах, то какая сумма выделяется из государственного бюджета? Министерством в 2022 году из государственного бюджета хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства, предоставлены субсидии на сумму более 3 миллиардов рублей, в 2023 году 4 миллиарда рублей более. На 2024 год между правительством Республики Саха-Якутия и Министерством сельского хозяйства России в рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства подписано уже 8 соглашений на общую сумму 698 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 657 миллионов рублей. Скажите, а какие направления предоставления субсидий существуют? Ведь, наверное, не так просто ее получить. Действительно, можно говорить о направлениях. Их очень много, но основным направлением можно определить это предоставление гранта в форме субсидий агростартап национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Кроме того, имеются 51 порядок предоставления субсидий, разработанных Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики. Субсидий, в том числе гранта в форме субсидий, целевое расходование которых находится на постоянном контроле органов прокуратуры. К примеру, прокуратуре республики принимались меры по устранению пробелов правового регулирования и несоответствия нормативных правовых актов требованиям федерального законодательства. Так, при изучении проекта правового порядка предоставления гранта в форме субсидий агростартап и определения центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Саха-Якутия выявлена норма, согласно которой при проведении собеседований каждый член конкурсной комиссии оценивает обоснование заявителя необходимости создания и развития хозяйства. По отрицательному заключению прокуратуры республики Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики разработало проект, с принятием которого нарушения устранены, в том числе путем установления измеряемых критерий оценки заявок, позволяющих объективно оценивать претендентов. Кроме того, по протестам прокуратуры республики скорректировано 5 проектов порядков предоставления субсидий, противоречащих статьям бюджетного законодательства, также требованиям предоставления субсидий. Вот вы говорите о том, что проходит отбор, а получается, есть какие-то требования у соискателя субсидий? Каким требованиям должен соответствовать предприниматель? Требования к участию в отборе установлены, как я говорила ранее, в порядках предоставления субсидий, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства. Но я могу выделить основные требования, непосредственно которые распространяются на все. Это отсутствие просроченной задолженности перед государственным бюджетом. Если говорить о проведенных проверках и выявленных нарушениях прокуратурой, то в прошлом году выявлено прокуратурой республики нарушений по предоставлению мер поддержки в виде субсидии акционерному обществу финансово-агропромышленного концерна «Сахаболт», которым были предоставлены в виде субсидий финансового обеспечения части затрат по организации. По выявленным нарушениям были приняты комплекс мер реагирования, в том числе предъявление в арбитражный суд Республики Саха-Якутия 2 исковых заявлений о признании 3 соглашений недействительными, применение порядка последствий недействительности и возврата денежных средств в размере 140 миллионов в республиканский бюджет, исполнение требований судебного решения на контроле прокуратуры республики. Анна Владимировна, предлагаю остановиться на нарушениях, поговорить более подробно. Вот как они случаются? Есть же, наверное, примеры, которые действительно у нас в республике происходили. Как удавалось их выявить? Да, непосредственно прокуратура республики и органы прокуратуры тесно взаимодействуют с органами финансового контроля.
По направленным актам проверок в прошлом году пресечено нецелевое, нерациональное использование бюджетных средств. Так можно привести пример. Это по мерам прокуратуры Вилюйского района направлен материал, в ходе проверки которой было установлено незаконное расходование 1,5 миллиона рублей, полученных предпринимателем в рамках проекта непосредственно акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства. На данный момент по результатам проверки возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Кроме того, в городе Нерюнгри выявлены факты длительного неиспользования, утраты получателями субсидий приобретенного сельскохозяйственного оборудования, неисполнения обязательств в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий. В связи с этим также были приняты меры прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых в бюджет возвращена сумма более 2,8 миллионов рублей, а также бюджетные средства в размере 3 миллионов освоены предпринимателями. То есть есть неосвоенные средства, а есть нецелевое использование средств. Вот как прокуратура разграничивает эти понятия? Нецелевое использование средств бюджетных имеется в виду то, что каждое соглашение имеет свои цели и задачи. То есть поставленные цели, на какие средства может предприниматель использовать те или иные предоставленные средства. Если предприниматель нарушает правила предоставления, не достигает целевых показателей, проводит расходование средств на другие цели, на свои нужды непосредственно, покупает, например, предоставлены средства на строительство коровника, можно сказать, но вместе с тем предприниматель каким-то способом попытался обналичить средства и купить трактор, либо же на свои какие-то нужды нецелевые. То есть в чем нецелевое использование, в этом и отличается. То есть деньги выдаются на непосредственные цели и задачи реализации для совершенствования сельскохозяйственного агломерации. Поэтому также у нас, как я говорила, есть очень тесное взаимодействие с органами финансового контроля по выявленным нарушениям, где они нам также направляют материалы. А конфликт интересов бывает при нецелевом использовании средств? Конфликты интересов в части, имеете в виду, вы говорите под конфликтом интересов? По коррупционной части, например, получил... Аффилированности лиц? Да. Непосредственно аффилированности лиц. Такие факты по аффилированности лиц, они выявляются, но они выявляются непосредственно в рамках взаимодействия. Также таких примеров я сейчас вам не могу рассказать о том, что имелись ли факты, но в нашей практике выявлялись нарушения, вот в последней проверке были нарушения такие, по которым тоже были приняты меры актов прокурорского реагирования. Хорошо, с нецелевым использованием средств разобрались. А что такое неосвоенные средства? Неосвоенные средства — это те средства, которые остаются на счетах у предпринимателей, и они должны возвратить это средство в бюджет обратно. То есть если они заключили непосредственно по выделенным средствам субсидии контракты, договора, и они установили, в конце получилось то, что у них остаются средства на счетах, они должны эти средства в полном объеме возвратить обратно в бюджет. Ну что ж, это логично, если они уложились в более меньший бюджет, чем планировали. А вот ведь бывают, например, опять мы с вами возьмем вот этот пример строительства коровника, начинали строить по ценам одного года, но произошла инфляция, стройматериалы или что-то еще, товары, услуги подорожали, и вот предпринимателю, который получил субсидию, нужно больше средств. Как поступать в этом случае? Субсидии непосредственно это возмещение части затрат. То есть это не полное покрытие всех расходов предпринимателя. Это возмещение части затрат, полученных непосредственно из государства средств. То есть то, что подписывают соглашения на определенный год, и соглашение действует, как правило, это 1 год. Если он заключил в апреле, то до следующего года он должен реализовать все свои задачи, цели, на которые он непосредственно заявлялся. Тут и говорится о том, что тут риски по удорожанию каких-то материалов, по удорожанию каких-то цен непосредственно ложится на самого предпринимателя. Государство ему предоставляет ту часть средств, это, как правило, это 90%
расходов, да, что тоже немаловажно, да, для предпринимателя, то остальную часть он должен сам понести расходы и уже, ну, то есть он сам должен все это реализовать. И при даче заявления он все эти расходы, все моменты уже в порядке заявительного характера предоставляет Министерство сельского хозяйства. Ну, это понятно. Кстати, надо отметить, что субсидии очень хорошая мера поддержки для предпринимателей, но не следует забывать о том, что такая мера поддержки влечет за собой еще и строгую отчетность, чтобы не было нарушений законодательства. Давайте напомним нашим зрителям, предприниматели, может быть, нас смотрят, ведь есть же еще такое понятие, как конкурсный отбор, куда заявиться и где можно узнать о том, что конкурс по субсидиям проводится. Непосредственно это все отрегламентировано порядками предоставления. Конкурсный отбор можно узнать на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики. Непосредственно там все размещается о проведении конкурсных отборов, а также о результатах конкурсного отбора. Все, получается, моменты, все шаги под контролем прокуратуры, и такие же нарушения также выявлялись в части неопубликования таких отборов, что также нарушает права предпринимателей. Да, были приняты меры, и министерством, в свою очередь, приняты меры организационного характера. В настоящий момент таких нарушений нет. То есть предприниматель может зайти на сайт Министерства сельского хозяйства и узнать там все новости по размещению, об отборе получателей по тем или иным субсидиям. Хорошо. Анна Владимировна, благодарю вас за содержательную беседу. Я очень надеюсь, что многие, кто смотрели это интервью, сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.